Сегодня на нашем телеканале большая премьера. Документальный фильм «Русский Страдивари» о непревзойденном мастере-балалайшнике, уроженце села Выльград Семене Ивановиче Налимове. Съемочная группа работала над фильмом 1,5 года и искала следы мастера в Москве, Санкт-Петербурге и Тверской области. О том, что осталось за кадром, расскажет автор работы Елена Красильникова. В балалаечной среде имя Семена Налимова открывает все двери. Это как волшебное слово, самый главный пропуск. Мы начали с поиска музыкантов, которые играют на налимах. Так называют профессионалы его инструменты. Сразу откликнулись артист Андреевского оркестра в Питере и виртуоз-балалаечник Алексей Архиповский в Москве. 4 инструмента у меня было налимовских. Это первый, еще без номера, 1894 года. Второй инструмент 897 года был, по-моему, 47 номер. Потом был у меня 104 номер 1902 года. И вот это предпоследний инструмент, 169-й, Семен Иванович его вот буквально перед смертью, видимо, сделал. Интересный факт. Жена Алексея Архиповского, Светлана, родом из Сыктывкара. Как шутит музыкант, он выбрал супругу на родине Налимова. Архиповский бывал с концертами в столице Коми и готов прилететь в дни столетия республики и сыграть на балалайке нашего земляка. Другого известного балалаечника Андрея Горбачева, заведующего кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, мы снимали прямо во дворе Гнесинки. Он приехал на интервью, прихватив большой дорожный чемодан, потому что сразу отправлялся в аэропорт на гастроли в Германии. Это было летом 2019 года. Это, конечно, гений нашей страны, это наш золотой фонд, это наша гордость. И нам очень приятно, что эти инструменты звучат не только в России, но и во многих странах мира. У Андрея Горбачева нет инструментов Налимова, но он играл на его балалайках в Российском национальном музее музыки в Москве. Бывают такие редкие дни, когда музейные экспонаты оживают, их достают из витрин и доверяют серьезным музыкантам. Там же в Гнесинке, правда уже под самой крышей, мы побывали в гостях у мастера Валерия Гребенникова. В год он реставрирует по 1-2 балалайки Семена Налимова. Говорит, что никогда не видел, чтобы кто-то так чисто работал руками, как Семен Иванович. Качество работы не просто безупречное, а безупречнейшее. Его инструмент – это просто услада. Чем еще отличаются налимовские балалайки? Ты только возьмешь, один аккорд возьмешь, он тебя уже волнует. Не надо ничего, ты еще ничего не сыграл, ты просто... Она звучит так уже, что тебе это интересно становится. Обратите внимание на фотографии на стенах мастерской. Там и Семен Налимов, и Алексей Архиповский, и Василий Андреев, реформатор русских народных инструментов, друг и единомышленник Налимова. Конечно, мы снимали не только музыкантов и мастеров. Заранее договорились с музеями в Москве и Санкт-Петербурге, где хранятся домры, балалайки и даже гусли русского Страдивари. Красота невероятная. Уже в Тверской области наша съемочная группа проехала от купеческого города Бежецка, где родился и вырос Андреев, и не исключено, что бывал Налимов, до села Молдино, где больше 20 лет работала мастерская Семена Ивановича. До этого места сегодня редко добираются музыканты и туристы. Но если постоять на берегу Андреевского пруда или реки Молдинки, можно услышать, как поет балалайка Налимова. Елена Красильникова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Москва, Санкт-Петербург, Тверская область.